Здесь Анатолий Иван. Здесь один из известных художников. Это мой друг. Дима уехал, что ли? Танюся. Это Станял. Василий Дмитриевич Дмитриев. Это баба Маня, которая нас поднимала и лелеяла. А один из моих друзей, это резчик, краснодеревщик. Виктор Победа. Это в 98 году я его делал. Так, ну что, прошу. Только не падайте. Не трогайте. Если будете падать, то вниз. Не круто. Да самое главное, в космос не улетят. Потому что любой художник когда-то кого-то копирует. Это также исследовательские работы. Я обожаю Левитана. Киркоров часто повторяет, обожаю. Потому что этих художников не копировать нельзя. Это великое удовольствие. Вот. «Золотая осень» и «Март» Левитана, мои работы. А вот тоже Левитан. Это «Вечерний звон» Левитана. Это шедевры Левитана. Потому что это интересная работа. Над ней работать интересно. Потому что это звон не только колоколов, звон световых взаимоотношений, светотеней. Вот звон в чем, понимаете? Малиновый звон. Да, ну, тут разный может быть. Он и малиновый, и прочее. И в кустах малиновка. Вот, да, поэтому... Соловей. Это будет у нас краеугольный камень, вернее, это портрет Атил. Атил. Как мы уже знаем, да? Потому что Атил и дальше знак. Кубрат, Аспарух, Катрак и дальше. И Кондор-Батыр побежал. Вот он здесь остановился, в Волжской Болгарии. Идет дальше. Идем. Значит, это мы уже обсудили. Вариант. Несколько моих работ апробированных, которые здесь висят, уже установка памятного знака Фанагории вместе с болгарским Владимиром. И те же работы, которые вы можете видеть. Кстати, среди них Яковлев. Яковлев я несколько раз лепил. Каждому великому музею леплю, дарю разным музеям, школам. Мои работы там есть. Поэтому, что еще можно сказать? Здесь мы видим новую работу. Эта работа одна из основных моих работ будет, живописных работ. Это явление Катрага на Волгу. Потому что Катраг пришел на Волгу, здесь встречает народ, ведь на Волге жили хлебом, солью встречают. Как достойных людей, вот из Чебоксар гости приехали, тоже хлебом солью встретили. Вот, поэтому здесь стоят идолы каменные, потому что была вера, обряд, который почитали народы. А у болгар знамя, флаг был, это конский хвост. Потому что испокон век конский хвост у них было знамя. Вот, и здесь он держит... Тут зачитывают, значит, указ царя, что Катраг здесь пришел, значит, основывает Волжскую Болгарию. И это один вопрос. Тут портрет, мой студенческий автопортрет. Это портрет моего предка. Это Кондор, мой прадед, но сделан условно тоже. Идем дальше. Николай Григорьевич, художник, это я знаю ваш стиль работы, картины. Почему глаза чуть-чуть вот так это нашлепок был. Видение художника. Это эскиз картины. Так. Любая картина начинается с эскиза. Это мазок. Это недоконченный. Ну, конечно. Такая тематика, он будет примерно 2,5-3 метра, понимаешь?
На нее десятки этюдов, надо писать портретов. Кого-то я напишу с тебя, честно говоря. Нет, это незавершенные. Потому что это же собирается, картина, она собирается из маленьких. Образные. Все. Надо. Вот этот конь, его конь, честно говоря, он уже в образе, он в натуре вылеплен. Кстати, в подвале, Олег, можно было увидеть, они там расставлены у меня. Подожди, а этих же коней мы уже снимали. А? Снимали, да, они в подвале у меня стоят сейчас. Ну они отдыхают. Ну проходим. Проходим сюда. Олег, отсюда начинаем. Проходим, значит, отталкиваемся с этого угла. Я уже говорил, что Пушкин – это наше все. Поэтому будем отталкиваться оттуда. И пушкинские камни, как глыба, мы часто говорим слово глыба, потому что глыба культуры и поэзии, русской поэзии – это Пушкин. Поэтому это всегда привлекательно. Что первично, мы говорили, Олег, помнишь, да? Да. Курица или яйцо, да? Что первое? Ну да. Слово или материя. Потому что это всегда, в смысле, спорно. До сих пор еще конкретно не сказать доказано это не доказано, недоказуемо. Потому Да. что это истина, а истина, ее всегда искать надо. Это тоже мои ранние работы. Вот это «Последний снег», мой гараж там в свое время было, ее убрали, там уже дом продан. В Ульяновск я когда переехал. И конек, который идет по полю заросшему, как бы церкви, вернее, все... Бежит. Бежит. разорены, лебеда и полынь, да, полынь, вот это немножко синевой идет, полынное поле и конь, красный конь бежит, ассоциация, мол, перестройка, значит, передел социального строя, как бы революция. Идем дальше. Здесь мои друзья, дядя Саша, кстати, вот его конь, а вот и хозяин. А выше мы видим Темирчанка. Сначала этот этюд появился у меня, а потом мысль уже мама и наша семья. Вот, на этой горке очень хорошее место. Картина так она рождалась. Пойдем дальше. Здесь храм, как говорят обычно, зачем дорога, которая не ведет к храму? Да, вижу тропинку и путника. Да, тропинка есть, и стоит тот же образ, который, в смысле, вот стоит, он созерцает, а может быть, страдает от того, что все разломано. Тут, понимаете, он в то же время стоит вроде как пастух пасет, вот козочка, тут конек привязан у березы. Это Свияга, здесь купание коней. Мы в детстве частенько ходили на лечение, вернее, коней на луга, пошли, там оставались ночевать, и костры и прочее. Вот это ассоциация. Ну, дальше идем. Тут небольшая работа, значит, Татьяна. В образе Татьяны это как бы моя планета. Вокруг мы видим как ним. Это планета я вокруг Татьяны. Если символически. Это сиреневый натюрморт называется. Не от того, что сирень, именно цветы, а сиреневый, как ты говоришь, алая заря. Да. Потому что вот сиреневый натюрморт. Потому что весна. Да, потому что
Все в работе, специально никто не ставил. Были цветы, яблоки лежали, потом выдавлены краски, прочее, масло, кисти тут же, понимаете. Это как бы мой кухонный творческий такой набор. Здесь портрет матери карандашной. И тот же маленький этюдик, который я нарисовал, соседний дом, где я начал строиться весной. А это Пушкин, Александр Сергеевич Пушкин после дуэли. Это его кучер после ранения, после выстрела несет уже на фаэтон, вернее, на сани, вернее, зимой же было. Вот он несет в снегу, он тонет там, вот снег глубокий был. Это черная речка называется. Черная речка, и поэтому вот этот черный квадрат, вот крестик, это смерть Пушкина. Такой был замысел. Так, здесь мы видим заступник народа. Вот так видно ли? Да. А вот так вот ощущается. Это заступник народа. Это крест народа. Потому что ладонь, видите, на ладони крест. Это Сенька Разин. Они упираются, вернее, дальше некуда, падают и погибают. А он в решетке руку показывает, прошается, на руке, в смысле, написано «Крест народа». То есть он здесь, получается, уже закован? И закован? Ну да, он закован, закован в решетке. На повозке? Да, по дороге везут в Москву на кафе. Да. И это очень образно. Вообще, его же когда, вернее, взяли, он сидел где-то сутки, он сидел в подвале, где сегодня находится драмтеатр Симбирский. В этом подвале. Я попытался этот рельеф сделать там чугунный, но не получилось. Руководители, вернее, боятся. Он же бунтарь. Они думают, что это же террор, черт побери. Сегодня так оно и звучит, поэтому популяризировать его сегодня нельзя. Вернее, не дают нам это, говорить об этом. Говорить можем, но вывести никто не даст. Потому что террорист он для России матушки, да? И для нас, для чувашского народа, он заступник народа. Здесь мы видим вот несколько работ такого же плана. Чапаев, который я лепил. В те времена еще, вот, 40 лет тому назад, 50. Это Мранька. Мранька мы намерены установить на родине. Среди них мы видим Никиту Бичурина. Это мой друг и педагог, мой учитель Виктор Степанов. Его нет живых сейчас. Мы долго с ним вместе начинали. И Рекеева, первый чувашский букварь, вместе лепили, вместе создавали. Он был и моим вдохновителем. Он говорил: Григорий, ну что, ты же прекрасный художник, давай делай. И я начинал делать, понимаете? Потому что вот это доверие, это обязывает. Когда кто-то говорит: почему ты этого не делаешь? Это же надо кому-то. И появляется вдохновение, и ты начинаешь думать об этом дальше. Потому что великое счастье, когда есть рядом люди, которые понимают тебя, понимают и подталкивают на такие вещи, которые в жизни потом остаются, это историей для народа. Это очень важно. Ну, здесь фон вы видите, тоже это отдых, увлечение. Татьяна тут было время, период, она, вернее, это момент, вернее, как бы болезни, она болела. Путин, я не Вот болела. она же не спит, там не развлекается. Вот это образ больного. Мы видим сверху, это мой племянник. Уходил в армию, и я провожал, белый шар повесил, сказал: вот, это будет тебе белая дорога, туда, обратно домой. Приведет этот шар.
Он пришел, говорит, дядя Коля, я шар не сохранил, но, говорит, как ты сказал, говорит, обратно пойдет через меня. Заехал, я его нарисовал, буквально 15 минут. Так что это осталось вот для истории. Это моя сестра здесь. Лидия Нет, это Григорьевна. сноха. Лидия Григорьевна. А что, похоже? Это Татьяна Александровна. С утра была. Такая красивая была, да? А волосы какие? Волосы какие? Волосы не длинные были. Нет. Более-менее вполне хорошие так. Ну здесь. Юр, ночью проснулся, он ляжет мне Вы на понимаете? волосы. Я взяла и Мы обрезала. кого тут видим еще? Вот Есенин, мои друзья. Седой. Это племянник наш. Это Татьянин племянник Дима. А это крестный, тот же Татьянин, тещин брат, мой друг, честно говоря, очень понимал меня. Когда я строился, он говорил, так, Николай Григорьевич, что тебе надо? У меня есть плинтуса, там прочее, половые рейки, он охранником склада был. Так что я попользовался в то время. И ругал каждый раз, приезжал я на машине, кружу, знаешь. Он говорит, ты что, ты Боится. больше говорит, сюда не приходи, ты боишься, черт побери. По всем канонам и традициям состоялась эта встреча в гостях в городе Ульяновске скульптором, писателем, международником и международным академиком Николаем Григорьевичем Кондрашкиным. В первом фильме вы ознакомились с произведениями его рук в летнем вернисаже, а затем Николай Григорьевич нашу творческую группу, поэтессу Раису Сарби, писателя Юрия Дадюкова, нашего водителя Шаря Владимировича, меня, Олега Самана, и с нами Николай Николаевич Кирюшин, деятель культуры города Ульяновска, пригласили в дом, а лучше сказать, свой творческий центр. Попадая в эти хоромы, начинаем понимать широту и размах мышления Николая Кондрашкина, как художника, портретиста. За многословностью хозяина скрывается щедрость широкой души. Здесь же, на третьем этаже, где вы видели портреты, нам накрыли стол с холодными закусками. Ну, за всю эту щедрость, гостеприимство Николая Григорьевича давайте позволим, наши дорогие зрители Самана ТВ, расплачиваться ответной речью Юрия Витальевича Дадюкова, который свои вирши написал в автомобиле по пути в Ульяновск. Жует, что жует? Он мне сегодня 50 лет, я уже 50 лет сидел обросу, думал, обычно здесь такая, а тут 50 лет творческой деятельности. Так, Николай Кондрашкин с уважением и с 50-летием творческой деятельности. Ты скульптор, академик, Хорошо. писатель, всегда в движении и весь в делах. Настоящий творческий человек в 21 веке. Настоящий творческий человек в 21 веке. За тобой другим пока не угнаться. Другим не угнаться. Бог тебе послал, болгарам, чувашам, чтобы выполнить на земле работу, которая посильна только избранным. Свои миссии выполняешь на отлично. Твои памятники в народе остаются на века, которыми потомки будут гордиться. А мы, твои друзья, будем радоваться, что мы жили в эпоху, когда творил чувашский Микеланджело для России. Стоять. Впереди у тебя новые идеи, планы. Их ты воплотишь в бронзе и граните. Мы верим, и победа будет за вами. За нами.
за вами. Молчи. Потому что ты сын фронтовика. Юрий Дадиков-Чудай. Так, найдите одну минуту. Вот эти стихи пойдет на чувашском. Пойдет, это мое экспромт. Это прекрасный вергибр. Да, Свободный стих. да, да. Рифмы не сделаны, но мысль философическая. Потому что на Западе Очень верная. Нет, главное Расходы на содержание. Западе. В искусстве три, в смысле, основных составных. Да. Это содержание, форма, цвет. Да. А тут содержание есть. Содержание А великолепное, да. В моем скульптуре это форма и цвет. Да, вот. А живопись, скульптура, объем. Давай, ты как Это специалист, чувашка, почему? давай, скажи, есть такие стихи, скажи, и рифмы есть, скажи, и все есть, А но там нет ничего содержания. нет. Молодец. Вода. Вода. Зеплезе. Езевчаплы скульптор Щиравжа. Эщен Матур Николай Кондрашкин. Урныш Ювер творчество Шиннезения. Омзанма Жанба Пидех Кирлемар. Болгар Чавашра Шак Саманара. Нумай же Азаврамаше Шав Курума. Талантлы Шин Шут Шылдырне. Чын Чаваш Пармаш Ялан Халхпа. Шүлде тангырда севе пулужать. Шын балсем тузума пулужать. Халық сирнішіне мұқтать. Шанба өзен пызы кизепре. Пылғар жаваш историне кірді юлашы. Ебір чаплы халық пулыне кыдардашы. Сирие пулышыра серей сыл сунадып. Шутланымысен веште жидерме халалладып. До конца доведи то, что... Значит, спасибо, не обойдешься. Напрашивается... Ему ничего рассказывать нельзя, а все, что знает, он напишет стихом. Легко, легко, как умеет. Давай, Юр. Экспромтом чундашу путешественников. У каждого человека есть хобби. Один любит рыбачить, другой фотографировать, собирать монеты, значки, ордена и медали. Это один и тот же. Николай любит поездки по тем местам, где жили, воевали наши предки, великие Болгарии прошлые века. Он объездил Россию вдоль и поперек, выпустил о впечатлениях несколько книг, оставил литературный памятник для будущих чундашей и патриотов, кому не безразлична судьба предков. Ну что, шевелюру для того, чтобы написать новые стихи. Ничего, так и сами решили, лет 30 еще будет. Я заказал эту медаль, специально Свердловскую медаль геройного искусства. Хорошая коррекция, потрогай, она как золото. Там есть же определенный процент. Что надо? Ну Ну что я Так, здесь желал, момент. когда полчаса. Так, здесь момент. Так, а вот не сидержа, я тебе уже Ну снимаю. так, я намерен, я позволю себе сегодня, такой торжественный день, вручить моему другу, представителю чувашской культуры, артисту, чувашскому артисту, журналисту, поэту, музыканту. И много можно говорить, как мой друг говорит, Аляпкин, про Николая Кондрашкина можно написать один, второй том, и все равно, говорит, я все не выскажу. Потому что у меня такое чувство, которое меня окружает, друзья, они Богом посланы. Потому что когда они достигают каких-то вершин, и я поднимаюсь немного выше, потому что это мои друзья. Когда им плохо, у меня болят ноги, крылья,
я устаю, как будто меня ранили, понимаете. Вот такое ощущение. Друзья уходят, великие люди. Вот мы здесь видим Анатолий Иман, Василий Дмитриевич, Дмитриев и другие, которые покинули нас. Таллеров ушел. Таллеров, бывший президент Шварцкой академии, бегал по моим проблемам как студент. Я удивлялся, как так можно. Это, оказывается, не унижает человека, наоборот, возвышает. Потому что это настолько было высоко для меня. Потому что человек, наделенный опытом, прочим, все это, и на этом уровне президент академии, который мне говорит: Николай, что надо? Я говорю: приезжайте, у меня проблема, тут здесь затеяли тоже подлянку небольшую. Он говорит: сейчас я приеду, разберем. Приехал, мы туда по редакциям прошли, извинились перед нами, и он уехал. Потому что это дорогого стоит. Вот это самоценно, но эти люди ушли, а вот те, которые вы окружаете меня, ради Бога, оставайтесь такими же. Потому что у меня спрашивают: Николай, кто приезжает? Я своим звоню, Кузьмину. Он говорит: да, мы обязательно сделаем, проведем ТЮК, надо. Я говорю: ТЮК сделаем, все сделаем. Я говорю: свожу. Кто? Я говорю: Раис Сарби, Олег Самана. Это праздник, национальный праздник. Это Ну, да. достоинство, честь и уважение. Поэтому я говорю: и Дадюку. Они все мы встретим. Поэтому вот сегодня я могу вручить Олегу Владимировичу за достижение национальной культуре честь 150-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина. Потому что Ленин был основоположником великого социального государства. Олег Владимирович человек социальный, он борется и ратует за социальные программы. Потому что мы не разделяем себя на коммунистов, на бизнесменов. Мы социальные, ориентированные граждане. Потому что люди, каждый человек имеет достойное право на существование, на жизнь, право голоса, право свободы. Пока мы живы, мы это будем требовать. Потому что год тому назад Ленин провозгласил: земля народу, вернее, свобода народу, земля крестьянам, заводы рабочим. Все гениально. А мы ничего этого уже не имеем. Да. И не будем мы иметь. Пытаемся что-то сохранить, потому что пусть эта медаль напоминает окружающим, что Олег Самана это Владимирович, двигатель, значит, этих самых достойных народных идей. Сегодня мы в город Симбирск, город Ульяновск, это родина Ленина. Мы можем сказать с честью и достоинством, что это город, родина Кондрашкина Николая Григорьевича, который мы любим и уважаем, и к нему относимся со всей своей честью и уважением и почетом. Может быть, это единственный человек, который вот так целеустремленно развивается, работает на этой как бы стороне жизни, чтобы провозгласить память народа как ту истину, которую нужно хранить, сохранять и передавать потомкам. Великолепно сказано. Потому что речь не обо мне, речь о нашей деятельности, Да. К чему мы привержены. Потому что есть понятие приверженцы. Сейчас об этом уже не говорят. Сейчас приверженцы все крутые, понимаешь? Вот это огорчает. Нельзя быть крутым, когда нет в смысле
нет таких амбициозных идей что-то создавать, а что-то захватить, завладеть, это не это есть достоинство, понимаешь? Потому что надо создавать, что-то создавать надо, потому что мир надо преобразовать, мир надо украшать, а не просто завладеть, захватить и использовать. Это очень обидно. Я тебе добавлю, ты поверь, сейчас я, как старый коммунист, заводы закрываются, фабрики закрываются, с каждым годом все больше и больше, но я считаю, это вакханалия скоро остановится. Конечно. Дай бог. Конечно. Да, я тебе помогу. Все, замечательно. Все, зацепил. Олег Ну, Владимирович. наград нашел тебе. Так. Спасибо. Поздравляем. Ура, ура, ура. Так, опять надо обмыть. Так, дай бог, это не последняя награда. Вы знаете, Ага, так. жить и избрать такой путь во имя чего-то. Были, конечно, 8 классов закончить, выучиться тракториста, пахать землю и так далее. Я тоже через это проходил. Да. Потом, понимаете, мечта нами двигала, потому что мы в этой жизни видели успех людей предыдущих поколений, которые покоряли эту землю, пахали, сеяли, выращивали, достигали успеха. И, видя этот успех, мы тоже к этому успеху стремились. Но жизнь распорядилась совсем иначе. По достижению вот этого всего, все карта перепутала. И мы через столетие опять, вот нынче, 2021 год, да? Ну, как говорили. 100 лет назад, 121 год, вот революция прошла, идет гражданская война. А время идет. Да, нет, гражданская война в 20-м закончилась. Ну да. И становление, а все это, 22-й там еще. да, путаница и так далее, кошмар в стране, борьба, мы вновь стоим на перепути, когда нам надо кардинально принимать какие-то решения, Принимать надо основополагающие, судьбоносные для народа, для его развития. Это общая фотопамять. Своими скульптурными произведениями вы приходите к людям. Люди видят ваши работы, Конечно. и они делают значок сознания своего. Обязательно. Что нужно делать, как следовать, как жить. Что нужно делать, как следовать, как жить. Следовать, как жить, как жить, как жить. Ну а мне же хочется еще выразить благодарность Николаю Григорьевичу вот за медаль «Быть в Симбирске» на родине Ленина. И вот получил я эту медаль юбилейную, 150 лет со дня рождения Ленина. Что хочу сказать. В фильме, где Михаил Николаевич Юхма рассказывает о том, как они Гейдару Алиеву подарили общественную медаль имени Ивана Яковлевича Яковлева. И Гейдар Алиев на радостях сказал, что эту награду общественную он будет ценить выше всех государственных наград. Я же хочу сказать, добавить к этой мысли, я не получал от государства никаких наград. Все награды у меня общественные. Но мне они ценны, потому что если мне кто-то преподнес награду, медаль, как в данном случае Николай Григорьевич Кондрашкин, это оценка моего труда. Спасибо ему, низкий поклон. Ну а далее еще третья часть фильма выйдет. Мы в Ульяновске посетили Чувашский культурный центр НИМЕ. Я никогда там не был, и мы там побывали, и много удивительного.
будет. Так что все впереди. Следите за выходом этого фильма. До новых встреч.